Я хочу получить земельный участок на свою семью. У меня в составе семьи жена и маленький ребенок несовершеннолетний. И имею ли я право получить земельный участок также на своего несовершеннолетнего ребенка? Владимир Владимирович, здравствуйте. Действительно, одна из особенностей данного закона заключается и в этом, что у нас нет никаких ограничений, что любой гражданин Российской Федерации имеет право получить дальневосточный гектар. При этом от 0 до 14 несовершеннолетние дети прикрепляются к заявлению свидетельства о рождении детей, от 14 до 18 уже копию скан паспорта прикрепляется к заявлению. Дети самостоятельно не могут подавать заявление, обязательно один из родителей, это законные представители, могут быть родители и опекуны, подают заявление и прикрепляют к своему заявлению обязательно, могут прикреплять именно уже несовершеннолетних детей. Таким образом. Меня вот интересует о том, какие документы нужно подать, чтобы оформить дальневосточный гектар. Именно какой список? Василий Сергеевич, здравствуйте. В данном обращении вам можно будет подать заявление и приложить минимум документов, а это только паспорт гражданина, ваш паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающий, и данные о СНИЛСе. То есть мы имеем тоже свидетельство страхового пенсионного страхования, да, СНИЛС. Вот и все. И схема размещения земельного участка. Вот только такие документы требуются. Это одна из тоже особенностей данного федерального закона. Минимальные требования к подаче заявлений. Допустим, я хочу оформить 1 гектар в другом регионе Дальнего Востока, ну, например, в Хабаровском крае. И меня интересует следующее. Нужно ли будет мне потом ездить туда, чтобы оформлять документы? И как часто это будет происходить? Ну, 1 раз я буду съездить, 2 раза или 3 раза. Ну, как это будет происходить вообще? Спасибо большое. Добрый день, Сергей Валентинович. Если вас интересуют земельные участки в нашем субъекте, дальневосточном субъекте, но в другом субъекте, скажем, в Приморском или Сахалинском крае, да, области, вам нужно для этого обратиться с 1 февраля. Законом предусмотрен срок обращения таких граждан с 1 февраля, наравне с гражданами Российской Федерации. То есть сейчас мы имеем право подавать, наших жителей нашего субъекта имеют право подавать внутри нашего субъекта, в любом районе из нашего субъекта. А если наши граждане хотят в Приморье, в Владивостоке, то они имеют право также наравне с 1 февраля подать данное заявление. Можно подать заявление через портал на дальневосток.рф. Могут ли власти помочь мне в благоустройстве участка и как? Евгения Александровна, здравствуйте. Да, данным законом предусмотрено и данный случай, но здесь сказано как. В случае, если на расстоянии не более 20 километров от населенного пункта расположены 20 компактно расположенных земельных участков, органы госвласти, органы местного самоуправления обязаны оказать содействие данным гражданам. Это могут быть протянуть линию электропередачи, газопроводов, но это же будет по мере рассчитанных таких потребностей, мощностей. Вот для этого нужно будет входить в муниципальные или республиканские программы данные виды расходов, потому что расходование средств любого уровня у нас идет программным методом. Почему вот виснет сайт? Пытались подать заявку, да, но вот звонили, говорят, перегруз. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Действительно, система с первых числах произошли небольшие перезагрузки в данной системе. Сейчас данных проблем уже нет. Система работает, стабилизируется, работа системы стабилизируется. Если вы не можете подать через систему ОФИС, вы вправе подать и на бумажном носителе. Для этого вам нужно обратиться в уполномоченный орган, приложить к своему заявлению схему размещения земельного участка, либо на КПТ такую же схему можете отрисовать и сдать в уполномоченный орган. Уполномоченные органы не вправе вам отказать, в таком случае они принимают. Если не компетенция этого уполномоченного органа, они в течение 3 рабочих дней перенаправят в нужный уполномоченный орган ваше заявление.